Минздрав проведет проверку на наличие ядовитых веществ в одежде. Напомним, в крупных торговых точках Караганды, как на стихийных рынках, так и в магазинах, была обнаружена детская одежда, уровень содержания формальдегида в которой превышал допустимые нормы. Большая часть продукции была завезена с рынков городов Алматы и Бишкека. Формальдегид – яд, который может впитываться в организм человека через кожу и приводить к негативным последствиям. Однако министр здравоохранения нашей страны заявил, что в текстильных товарах, производимых в Кыргызстане, содержание вредных веществ не превышало норму. По словам директора департамента Госсанэпидемнадзора Тулео Исакова, во всех странах в текстильной промышленности формальдегид, который входит в состав аппретов, используют для придания тканям несминаемости и формоустойчивости. По его мнению, сначала следует выяснить конкретно экспортеров и вид этих швейных изделий. Органами ГКНБ в Бишкеке задержан иностранный гражданин, разыскиваемый правоохранительными органами одной из стран СНГ за антиконституционную и деструктивную деятельность. Задержание произошло в ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызстана лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Задержанный передан представителям компетентных органов. На 68-м году после продолжительной болезни ушел из жизни общественный деятель, экс-вице-премьер-министр Эсенгул Омуралиев. Об этом сообщили в правительстве. Эсенгул Омуралиев родился в 1950 году в Исыкульской области, занимал высокие государственные посты, дважды назначался вице-премьер-министром, был депутатом Джорку Кенеша и главой Исыкульской области. До 2016 года работал послом Кыргызстана в Казахстане. Церемония прощания с Эсенгулом Омуралиевым пройдет 27 февраля в Кыргызском национальном драмтеатре. Его похоронят на Аларчинском кладбище в Бишкеке. Национальный банк Кыргызстана внес поправки в положение об электронных деньгах, запретив пополнять электронные кошельки с баланса сотового телефона. Таким образом, нельзя будет пополнять электронный кошелек с лицевого счета абонента-поставщика товаров и услуг, в том числе путем возврата аванса за товар и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный кошелек. Деятельность, связанная с электронными кошельками, не запрещается, но устанавливаются способы их пополнения. Постановление вступает в силу по истечении 15 календарных дней со дня его опубликования на официальном сайте регулятора. В Южной Корее состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Закрытие прошло на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Напомним, игры 2018 стартовали 9 февраля. Было разыграно более 100 медальных комплектов. Всего в Олимпиаде приняли участие спортсмены из 92 стран. В неофициальном медальном зачете по итогам игр первое место заняла сборная Норвегии. Спортсмены завоевали 39 медалей. 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия с 31 медалью, третья Канада с 29 наградами. Таким образом, норвежцы побили рекорд по количеству медалей, полученных на Олимпиаде. Предыдущий рекорд установили американцы на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, получив 37 медалей.